Актуальные вопросы обсуждаем в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии. Ильгам Галин, заместитель председателя Комитета Госсобрания Республики Башкортостан, фракция КПРФ. Ильгам Илюсович, здравствуйте. Добрый день, дорогие телезрители. Ильгам Илюсович, первый вопрос. В ноябре прошло одно из главных политических событий республики. Это прямая линия главы Башкортостана. Какие темы вам показались наиболее актуальными? Ваши впечатления? Традиционно глава республики Ради Фаридович Хабиров преподнес это все в развернутом виде. Где-то указал проблемные точки, то есть дороги, ЖКХ и так далее и тому подобное. Где-то похвалил, как наставник, допустим, да, открыто отвечал на все вопросы, которые люди задавали. Я вот это заметил, да, открытость больше всего. Меня это поразило. Никаких, я думаю, цензур не было. Поэтому и было тяжело отвечать Ради Фаридовичу-то. В основном проблемы люди задавали по поводу дорог, как мы знаем, да, по поводу ЖКХ, сети у нас старые. Учителя, конечно, ждут подъема зарплат своих. Врачи, в основном одни и те же. Да, они что-то решают, что-то не решается. Конечно, одним из приоритетных направлений СВО, то есть и проблемы их не решает, он решает и как бы озвучивает, и к нему обращаются СВОшники, и жены тоже, и дети, и так далее и тому подобное. Как бы вот этот весь спектр был охвачен, который, в принципе, все темы развернули. Я посмотрел, да, думал, вот эту тему не подымут. Через какое-то время люди задали вопросы, подняли эту, почти все темы развернули. Значит, у вас приятное впечатление осталось? Да, с каждым годом все и лучше, и лучше. Конечно же, мы хотим, чтобы решилось это все быстро. Но нужно быть реалистами. Да, волшебников нету. У нас Ради Фаридович не Хаттабыч, чтобы это решал. Мы все вместе должны все проблемы это решать. Не только он, а мы все вместе. Каждый житель Республики Башкортостан должен вносить лепту. То есть, как говорится, налогоплательщики. Мы бюджет формируем за счет налогоплательщиков, и поэтому все же что делается, да, за счет наших денег, которые мы собираем налоги, и там дороги, детские площадки, и так далее и тому подобное. Ильгам Илюсович, еще одно важное событие для фракции КПРФ – это прошедший пленум в Москве. Какие главные темы освещались, о чем говорили? Да, на днях прошел пленум ЦК КПРФ в Москве. Мы озвучивали, наша партия озвучила программу «Победа». В программе «Победа» озвучены именно приоритетные задачи нашей партии. Мы с этой программой «Победы» пойдем уже на выборы в 2026 году. Поэтому наша задача коммунистов Республики Башкортостан вот эту программу «Победы» довести уже до каждого жителя республики. Они, чтобы сами изучили, посмотрели, что им нравится, что надо, они восприняли, что надо, убрали. По крайней мере, мы все вот эти вопросы, которые поднимали до этого, да, все включили в программу «Победы». Ильгам Илюсович, ноябрь, значимый месяц, 7 числа отмечалось 108-летие со дня Октябрьской революции. Коммунисты Республики Башкортостан, не только Республики Башкортостан, а России отметили 108-ю годовщину Октябрьской революции. Поэтому мы традиционно это делаем, конечно, но в этом году он почти юбилейный был, поэтому мы подошли так скрупулезно, подготовившись, то есть заранее мы уже сделали субботники, отремонтировали памятники Ленина, это в республике, подготовились основательно. К сожалению, конечно, в некоторых районах, городах пошел дождь, но невзирая на дождь, наши коммунисты все равно собрались, возложили к памятнику Ленина цветы, провели беседу. В учебных заведениях тоже наши коммунисты, как говорится, посетили, тоже рассказали молодому поколению про Октябрьскую революцию, про наших вождей, которые организовали и повели за собой
массу людей и просто показали социалистический путь развития. Ильгам Илюсович, а теперь давайте вернемся к событиям вновь сегодняшнего дня. И уже началась подготовка, насколько я понимаю, к выборам депутатов в Государственную Думу. Да, первая задача была вот на сегодняшний день нам скомплектовать территориальные избирательные комиссии совещательным голосом. Первые секретари в этот промежуток времени отработали все, то есть они уже, как говорится, либо продлили старым членам территориальной избирательной комиссии, либо обновили. После этого они уже вот эти все списки подали в Риском, где Риском уже на днях утвердил, и мы все вот эти вот документы будем сдавать уже в ЦИК. А ЦИК будет уже где-то в декабре месяце утверждать наших наблюдателей. Вот один из главных моментов. Наблюдатели, вы сами знаете, для чего нужны, чтобы наши голоса сохранить, чтобы они работали на местах. Второй этап уже идет у нас, мы уже потихонечку начинаем набирать агитаторов. Агитаторы нам нужны обязательно, потому что эти же агитаторы будут нашими представителями тоже в УИКах, участковых комиссиях. Мы обычно так делаем. То есть работа агитаторов агитировать за того или иного кандидата и там газеты, листовки, собирать народ, и наш кандидат уже будет выходить с будущими своими избирателями, рассказывать свою программу. Ну и там на телевизоре выступать, баннеры вешать и так далее и тому подобное. Когда вот это вот сформируем, пройдет уже другой этап. Наши первичные партийные организации будут уже предлагать своего кандидата, который достоин быть ихним представителем в Госдуме. В «Единой России» это праймерс называется, а у нас мы вот с первичной организации начинаем выдвигать. Там тоже такой вот путь, и каждый кандидат рассказывает свою программу, после этого за него голосует тайным голосованием, и этот человек уже, пройдя вот какие-то барьеры, фильтры, он уже становится кандидатом в депутаты Госдумы. Если говорить о том, что не прекращаются, разумеется, приемы граждан, с какими вопросами приходят? Прием граждан у нас, вот я по себе хочу сказать, я провожу один раз в неделю, ну, в пятницу последнего месяца, обычно вот так вот. Ну, в ручном режиме мне и постоянно звонят, и в онлайн, и так пишут. Да, конечно, проблемы ЖКХ. Первый вопрос, потому что не только у нас сети старые, да ведь, но и тарифы поднялись. Сейчас людям тяжело, потому что не хватает средств. Тарифы ЖКХ поднялись. Сейчас поэтому люди уже считают деньги. С одной стороны, конечно, это хорошо, да ведь, наших людей научились считать деньги. Но не всех это касается. Простой народ как жил, так и живет. Поэтому вот эти тарифы ЖКХ сильно бьют по карману наших пенсионеров, ну, социально незащищенных слоев населения, хочу сказать, первое. Потом тревогу бьют наши учителя. Мы им так и не подняли зарплаты ихние. Сейчас некоторые учителя посматривают уехать в другой регион. Москва, Татария, даже уезжает в СНГ. Вот я в Таджикистан знаю, в Узбекистан. Поэтому за длинным рублем они уезжают. Боюсь, что к какому-то времени у нас нехватка учителей будет. Если мы экстренно что-то не сделаем с учителями, да, мы помогаем, там, земские учители и так далее и тому подобное, но это не системно получается. Не системно. А учителей надо поддержать системно. Как в свое время мы поддержали наших врачей. Вы помните, тоже фельдшера даже бойкотировали, не хотели выходить. Даже вот фельдшерско-акушерские вот эти ФАПы, которые построили мы в районах и городах, в районах, вернее, в деревнях построили, они говорят, за такую маленькую зарплату мы в соседней деревне не приедем. Да, пришлось им поднять зарплату, сейчас они работают. Видимо, с учителями придется так же, потому что мы к этому времени растеряем учителей. А нам надо двигаться, они должны нашим детям дать такое образование, чтобы эти дети уже со временем, да, они же все равно нас заменят. Они были наши дети умные, прогрессивные, и чтобы
всю экономику вытянули, все производство вытянули и были достойными нашими людьми, которые вытянут нашу Россию. Мы, грубо говоря, должны на них опереться, чтобы мы стали с колен. Конечно, одна из главных задач быстрее завершить специальную военную операцию. Вот, чем быстрее мы его завершим, тем быстрее начнем уже обустраивать, вот, что мы не достроили до специальной военной операции. Конечно, и новые территории у нас появились. Вот, поэтому работы много. И если говорить о планах на год, то впереди последний месяц этого года. Какие планы на него? Ну, в январе месяце, то есть в декабре месяце, да, мы итогово подводим, что мы сделали за год. Ну, каждая партийная организация на местах проводит собрания, там, собирается, и первые секретари подводят итоги. Вот, как обычно, да, конечно же, друг друга поздравляют с Новым годом, но это не самый главный момент, да, самый главный момент это, чтобы все вместе, да, мы сплотились. Бывает порой, что мы можем спорить и спорить, а итогов не бывает. Поэтому одним из главных приоритетов, да, подтянуть молодежь, чтобы молодежь пришла, обучить их. Вот партийные школы нам нужны, чтобы мы хотя бы обучали вот эту молодежь. Порой они ради любопытства приходят, да, и что хотят, они не услышат, и что хотят, они не увидят, и уходят. А им надо немножко азы дать, партийной работы. А интерес есть у молодежи. Потому что партийная работа дисциплинирует, во-первых, и у нас заповедь так, мы друг другу помогаем. Вот я в свое время в учебных заведениях я первичные организации открыл. То есть комсомольцы вот эти вот. И у них организовался такой костяк. И вот этот костяк, да, друг другу помогал. И в учебе, и по хозяйству. Ну, и много там. Вот в быту же бывает много проблем и вопросов. Вот они жили костяком. И вот эти же люди, когда уже подросли, дальше же вместе работают, вместе общаются и дальше двигаются. Комсомольцы наше будущее, они будущие коммунисты. Если мы их сейчас не зацепим, грубо говоря, молодежь, то нас заменить некому будет. Ильгам Илюсович, спасибо огромное за ваши ответы на наши вопросы. Я правильно понимаю, что самое главное – это держаться выбранного курса и обязательно воспитывать и поднимать молодежь. Причем не только партийную, но и в целом. Мы говорили об этом и обсуждая вопрос о том, что нужно поддерживать наших учителей. Спасибо огромное. Спасибо и вам, что пригласили меня. Это была программа интервью. На наши вопросы отвечал заместитель председателя Комитета Госсобрания Республики Башкортостан Ильгам Галин. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.